Ник, ты уже год в отеле живешь. Сколько можно? Меня там все любят. Ты им 600 тысяч за обслуживание должен. Ну И- хватит ныть по пустякам. Заплачу, но сначала новый проект. Роскошная роль, которая изменит все. Мой камбэк. А ты куда-то уходил? Николас Кейдж, охренеть! Я же вас обожаю! Все уже. Спасибо. Господи, скала, это же шедевр! А угнать за 60 секунд? А семейка Круц? Что? Мне 44 года. Какая нахрен семейка Круц? Воздушная тюрьма. Вот это улет! Вот заманчивое предложение. И что там? Тебя просят прилететь в Испанию и поздравить с днем рождения одного очень богатого джентльмена. Я этим не занимаюсь. За $1 000 000. Да, я приеду. А как зовут этот денежный мешок? Хави. О, Хави. Мистер Этот Кейдж. ваш Хави интересуется чем-то особым? Боюсь, я не понимаю. Хави ваш. Я Хави. Ник Кейдж. Николас Кейдж? Оу! Неужели это он? Как же я вам рад! Это что, типа я? Просто чудовищно. Отдашь за 20 штук? Не дурно! Это чего такое? Эликсир вдохновения. Мне страшновато. Тогда подъем на счет 3 и валим. Не бросай меня! Хватайся! А на вид не тяжелый. У меня голова увесистая! Нет! Спасайся! Я тебя никогда не забуду! Мистер Кейдж, а стену-то можно было обойти. Что, правда? Папа, привет. У меня гениальная идея. Опять? Ботинки в разнос. Мы нанимаем людей, которые разнашивают обувь за наших клиентов. Рынок огромнейший. Ты знаешь людей без ног? Соберись, сегодня день рождения твоей сестры. Где мой грейпфрутовый смузи? Простите, мадемуазель. Мне 10 раз повторить, да? Запомни, для вас слишком трудно? Я их избаловал. Надо затянуть гайки. Сделайте мне свежий сок гуавы с легкой ноткой имбиря. Так жить нельзя. Я преподам им урок. Что происходит? Твои кредитки заблокированы. Телефон тоже. Откуда вы знаете? Та же фигня. Полиция! Дети, валим! Деньги кончились, нам светит тюрьма. Не понял. Боже, куда мы едем? Ляжем на дно в Марселе. А дальше что будем делать? То, чего вы никогда в жизни не делали. Думать, что ли? Работать. Что-что? Что заканчивали? Честно говоря, ничего, понимаете, я самоучка. Сколько платите? 1200 евро. В неделю, правильно? Нет, в месяц. Как Маккартни, он сам освоил гитару, а я бизнес. Ясно. Тогда у меня есть кое-что для вас. О, А служебная тачка будет? как же без этого? Неплохо для начала. Алекс даже не вышел из дома. Приятного аппетита. А мне? Кто не работает, тот не ест. Я никогда не был рядом. Вы ни в чем не нуждались. Если ты про деньги, да. Мы нуждались не только в деньгах. Что бы я отдал ради такого? Да, ты прав. Оно того стоило. Эта история многому нас научит. Происходит что-то невероятное. Да. Скажи им правду, Франсис. Мажоры на мели. Скоро в кино. Помни, что наша миссия касается судьбы каждого мира бесконечной мультивселенной. Миссис Вонг, вы с нами? Я внимательно слушаю. Вы здесь видите гору квитанций, а я историю. И я вижу, к чему все идет. И все это выглядит дурно. Что происходит? Эвелин, я не твой муж. Я его другая версия из другой реальности, и нам требуется твоя помощь.
Очень занята сегодня. Не до твоих проблем. Во множестве параллельных вселенных я видел тысячи версий Эвелин. Ты можешь получить доступ к их воспоминаниям, эмоциям и даже навыкам. По мультивселенной расползается великое зло. И, возможно, ты наш единственный шанс его остановить. Не вынуждай меня, я хорошо дерусь. Я тебе не верю. Ого, а мама крута. Вселенная гораздо обширнее, чем ты можешь себе представить. Я могу оказаться где угодно. Но хочу быть с тобой здесь. Помни, что наша миссия касается судьбы каждого мира бесконечной мультивселенной. Я совершенно точно не та Эвелин, которая вам нужна. Каждая ошибка, каждое разочарование вело тебя сюда. В эту самую точку. Не позволяй ничему сбить тебя с пути. Все, везде и сразу. Да. Стрельба в 10-м округе? Где конкретно? Элоиз выясняет детали. Мы скоро будем. Успокойся и обзвони всех. Один наряд к стадиону, другой на улице. Стрельба на Биша и фонтен у Руа. Северин, поезжайте с ребятами к стадиону. Террористы напали на Батаклан. Там концерт. Нас всех к этому готовили. Но я пойму тех, кто не справится с эмоциональной нагрузкой. Нервные срывы мне тут ни к чему. По последним данным, в Париже затерялись 2 террориста. Мы должны заключить под стражу всех, кто в минувшие сутки вел себя подозрительно. Стой! Спокойно! Где вы были 13 ноября? Я скажу лишь одно. Тот, кто нанес вам удар, на этом не остановится. Мне позвонили насчет очередной поставки оружия. Все это связано. Назовешь имя? У нас ничего на него нет. Как ты узнала адрес? Выследила его. И пренебрегла всеми официальными процедурами. Соберись! Возьми себя в руки, ты мне нужен! Почему за 3 дня вы никого не обнаружили? Я знаю, где эти 2 террористов. «8 сентября. 3 желания отправят ее в необычайное приключение». Чего вы желаете? Лишь удовлетворив ваши желания, я заслужу свободу. Он у меня поживет. Здрасте. По мнению критиков, первый фильм Джорджа Миллера после «Безумного Макса» — это исполнение мечты. Это история о женщине, встречающей джинна. Проблема в том, что она знает, что вся история про желание с предостережением. Мне начинает казаться, что передо мной хитрец. Это «Аладдин» для взрослых. Ни на что не похожий блокбастер. Заткни свой рот!
и желание, что она загадает, удивят их обоих. Найдите самый большой экран, чтобы с головой погрузиться в этот великолепный фильм. Не хотите этого маленького Альберта? Верните его назад. Это ваше желание? Нет, это ваша обязанность. 3000 лет желаний. Только в кинотеатрах с 8 сентября.